Гербарий – это коллекция засушенных растений, препарированных в согласии с определенными правилами. Обычно гербарные образцы после высушивания монтируются на листах плотной бумаги. Гербарий может создать как человек, который увлекается флорой, так и научное сообщество, к примеру, как Ингушский государственный университет. На химико-биологическом факультете под гербарий отведен целый кабинет. Здесь за 13 лет собраны самые разные виды растений, мхов, грибов, спилов деревьев, а недавно появились и семена. А Запатиева, кандидат биологических наук, помнит время, когда они впервые начали собирать гербарий для вуза. Старые коробки обклеивали обоями, а первые растения собирали силами студентов и преподавателей. И когда появилась возможность, когда наш гербарий стал расти, мы смогли его систематизировать и распределить его на группы. Кстати, должна похвастаться, что не во всех гербариях, даже вот на Северном Кавказе, он так систематизирован, как у нас. По словам Азы Диудиновны, гербарий дифференцирован, то есть условно он разделен на 4 подраздела – сосудистые растения, мхи, лишайники и грибы. Если говорить в частности о растениях, то среди более чем 1500 семейств, которые также разделяются на виды и подвиды, есть не только те, которые собраны в республике, но и растения из регионов России и даже стран мира. К примеру, мы смогли увидеть образцы из разных районов Дагестана за 1961 год и даже из Индии начала 20 века. По коллекциям сосудистых растений есть такая информация. Здесь у нас на каждом ящике название семейства основное и маленьким мелким шрифтом количество родов и количество видов каждого растения. Всего в нашем научном гербарии на сегодняшний день 1531 вид. По количеству экземпляров это около 6300 экземпляров. Ну, на данный момент может быть немножко больше. И вот, естественно, для систематизации очень удобно, даже для работы тех же студентов. Подходим, выбираем, да, вот семейство, сколько здесь, каких родов, каких видов, естественно, мы здесь можем их найти. И в каждом таком ящике у нас есть распечатка, список латинских названий тех растений, которые здесь есть в наличии. Такая систематизация создана для удобства в пользовании, ведь сюда часто заходят студенты и преподаватели университета, и систематический подход ускорит поиск необходимых растений для их научных и исследовательских работ. Кроме того, в гербарии создана своя картотека, что является еще одним новшеством. Мы создали картотеку, которая существует только в библиотеках. А мы сделали такую же картотеку с карточками для растений. На лицевой стороне у нас вся информация по растению, то есть какого семейства, рода, вида, где собрано, когда собрано, а на обратной стороне его свойства. То есть если это лекарственное растение, или оно ядовитое, или там, допустим, имеет какие-то технические характеристики, то есть это все будет отражено на этой карточке. Коллекция семян была введена в гербарий в 2017 году. Пока не такая обширная, но их количество растет. Тут также есть своя классификация – семена декоративных растений, сельскохозяйственных и дикорастущих. Ну, допустим, вот по сельскохозяйственным растениям в нашей коллекции есть, допустим, та же самая кукуруза. Здесь есть несколько видов этой кукурузы. Она у нас и темная, и светлая, крупная, мелкая. То есть она по-разному выглядит. Черная, есть белая фасоль, есть красная фасоль. Разнообразие. Даже тот же самый лен, есть вот он темный лен, есть светлый лен. Если есть возможность в домашних условиях какие-то из них собрать, то да, их нужно высушить. Их нужно высушить, в основном как высушиваются и семена, и растения высушиваются в тени на сквознячке. То есть чтобы вода вся выветрилась, а растения, чтобы или само растение, или семена, чтобы сохранили свои свойства. Определить дерево по одному фрагменту, к примеру, вот такому спилу, узнать, к какому роду и виду оно относится, определить его возраст и какие-то иные данные студенты-биологи смогут сейчас на практических занятиях, благодаря тому, что в гербарии есть образцы спилов разных деревьев. Здесь есть и культурные, вперемешку они здесь, и культурные, и дикорастущие. Здесь есть просто породы деревьев по срезу, вот по цвету этой древесины. Очень интересно наблюдать за тем, как они выглядят, как меняется. Ну, допустим, да, вот это вот культурное растение, здесь вишня обыкновенная, да. Во-первых, цвет, форма, коры, на срезе, вот количество годичных колец и так далее. Вот сколько лет этому дереву? Но здесь где-то лет 7, не больше. И вот здесь вот по количеству годичных колец, темные и светлые полосы, где-то лет 7, не больше здесь.
Есть здесь как растения, так и лишайники, грибы и мхи. Лишайники – это своеобразная группа живых организмов, произрастающих на всех континентах, в том числе и в Антарктиде. В природе их насчитывается более чем 26 тысяч видов. Долгое время лишайники были загадкой для исследователей. Они до сих пор не пришли к единому мнению относительно их положения в систематике живой природы. Одни относят их к царству растений, другие – к царству грибов. Лишайники вносят существенный вклад в процессы почвообразования. Также важна их роль в жизни животных в условиях Крайнего Севера, где растительность редка, в зимние месяцы они составляют около 90% от рациона оленей, но есть высушенные лишайники и в гербарии НГУ. Здесь разновидности, допустим, это лишайники, да, здесь несколько видов лишайников, здесь есть накипные, есть кустистые, есть листоватые, разные виды лишайников. Также здесь есть мхи, тоже разных видов. Также вот коллекция грибов. Грибы. Их насчитывает от 100 тысяч до 1,5 миллиона видов. В гербарии Ингушского университета мы можем увидеть некоторые разновидности грибов. В частности, такие как чага, или как его еще называют, березовый гриб. Это паразитические грибы, но здесь тоже вот они наглядные. Естественно, экземпляры здесь выбраны средние. Он растет и поселяется в основном только на больных, ослабленных деревьях. И вытягивая соки с этого дерева, естественно, доводит это дерево до гибели, при этом сам разрастается до огромных размеров. Научный гербарий – это не только своеобразная библиотека растений, представителей флоры, но и место, где собраны результаты труда совместных экспедиций студентов и преподавателей, самостоятельных научных и исследовательских работ начинающих биологов.